Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Судьбоносные моменты, о которых вы еще не знаете. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпке. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, о каких судьбоносных моментах я еще не знаю. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, о каких таких судьбоносных моментах вы еще не знаете. Так, ну что, мои дорогие, у кого-то сейчас в жизни прям какой-то шторм происходит, да? Кидает вас, как маленький кораблик, с одной стороны в другую. Очень много страхов, очень много переживаний у кого-то. Кто-то прям печалится по этому поводу очень сильно, не видит перспектив и не видит возможностей. Мои дорогие, что я хочу сказать? Вам нужно успокоиться и вам нужно посмотреть по сторонам. Есть, по крайней мере, один человек, который готов и желает вам помогать. Человек искренне вас любит, человек к вам искренне расположен. И для человека очень важно, чтобы вам было хорошо. Вот, может быть, этот человек и с вами и ругается, может быть, даже спорит, но тем не менее человек за вас, и человек готов и вкладываться в вас, и помогать, и подсказывать. Просто позвольте этому человеку войти в вашу жизнь, либо позвольте этому человеку вам помочь. Да, может быть, пути этого человека сложны для вас, либо вы с чем-то не согласны, но тем не менее попробуйте поступить именно так. Вам в сегодняшнем дне нужна именно помощь. И здесь даже не помощь сама по себе, да, а уверенность в том, что кто-то есть рядом, кто меня поддержит, кто в меня верит, кто в крайнем случае, да, там воды принесет. Вот поверьте, да, есть этот момент, и доверьтесь этому человеку. И вы увидите, как тучи разойдутся, как море успокоится, и как вы причалите к тому берегу, о котором так долго мечтали и к чему так долго стремились. Дальше, мои милые. Здесь у кого-то сейчас разногласия происходят в отношениях, в паре, в браке между любящими друг друга людьми. Знаете, вы так сильно любите друг друга, но при этом так сильно спорите, ругаетесь, что кажется, что это все, катастрофа, вам не быть вместе. Но на самом деле вы всего лишь проходите испытания. Это ваши совместные испытания, которые вы должны пройти. Ваш союз, возможно, уже очень много претерпел. Здесь были и соблазны, и какие-то, может быть, даже обиды очень жесткие были сказаны друг другу в лицо, кто-то вообще даже успел развестись, но тем не менее вы должны понимать, что один период вашей жизни он заканчивается, сейчас вы находитесь именно либо в паузе какой-то, либо в какой-то остановке, и дальше вам опять идти вместе. Вот как хотите. Вам и примириться придется, и с чем-то смириться придется, и не только вам, но и вашему партнеру. В любом случае, вы как будто бы друг от друга никуда не денетесь. Эти отношения могут быть кармическими, очень глубоко кармическими. Вы в этих отношениях учитесь, проходите уроки, что-то постигаете новое. Вы должны быть готовы к тому, что вам еще раз и еще раз придется с этим человеком столкнуться. И не только в жизни, да, но и вот вы судьба друг другу, понимаете? Вам никуда как будто бы друг от друга не деться. Есть еще уроки, которые вы не прошли. Знаете, вот как будто бы вы учите друг друга, постоянно друг друга учите. Жестко, но тем не менее. Женщина думает, что она очень страдает в этих отношениях. На самом деле страдает больше всего мужчина. Он этого не показывает, абсолютно не показывает. Но вы об этом узнаете, вы это поймете. И вам станет жаль этого мужчину. И вы с ним все-таки, знаете, как милосердие проявите к этому человеку, где-то тоже себя проработаете. Потому что тут девушка не подарок. Знаете, вот сильный характер очень у нее. А мужчина пытается соответствовать, но не может. Мужчина здесь помягче идет. Знаете, вот как будто бы вы ролями, да, поменялись. Вам бы быть мужчиной, а ему бы женщиной. Пара была бы идеальная. Но здесь, конечно же, вот прям как злая шутка судьбы произошла. Да? Вы друг к другу очень привязаны.
но он больше как женщина, да, в женских каких-то мягких энергетиках, не уверен в себе. А вы вот прям такая стойкая боевая амазонка. Понимаете? Вы должны принять себя такой, как вы есть, и принять его таким, как он есть. И тогда все сложится, все получится. Знаете, смотрите, здесь у кого-то даже вот на начальных этапах, да, может быть, вы просто встречаетесь, и здесь есть очень много вопросов. Очень много вопросов. И постоянное сомнение. А мой ли это человек? А стоит ли мне быть с ним вместе? Стоит ли выстраивать эти отношения дальше? Вы знаете, я скажу одну вещь. Вы никуда друг друга не денетесь. Да, вы можете отходить от друг друга, отталкиваться, потом опять вы будете притягиваться. Здесь именно ситуация, вот именно кармической привязки. Это судьба, это карма. Вам быть вместе. В каком качестве вы будете вместе, да, в каком формате, все будет зависеть именно от женщины. Как женщина будет принимать мужчину, так и будут складываться отношения. Мужчину не переделать и вас не переделать. Здесь только нужно договариваться. Договариваться и пытаться действительно находить какие-то положительные моменты, на которых строить свое гнездо, свои отношения. Так, еще момент. Кто-то может быть в проблемных отношениях сейчас на работе, да, могут быть конфликты на работе, неприятности, там начальник может дурить, может быть коллеги как-то вот ведут себя вызывающе, странно, да. И вы все время думаете о себе, что может быть со мной что-то не так, что-то я делаю не так. Нет, вот с вами все хорошо, с вами все в порядке, но вы человек слишком переживательный, да, и вас цепляют, потому что считают вас какой-то легкой добычей. То есть как будто бы вы не можете за себя постоять, да, либо вы слишком сильно эмоционируете, да, и нужно немножечко здесь, как, знаете, взять себя в руки, взять в руки и каждый раз как будто бы готовиться, подготавливаться, давать отпор, давать, может быть, какие-то вот четкие ответы, не уходить в переживания, ни в коем случае не плакать. Знаете, вы сейчас проходите как будто бы какую-то такую муштру, да, жесткую школу, как будто бы вы в армии находитесь. Но вас готовят к тому, что вы в будущем станете руководителем, что ли, управленцем, человеком при должности. У вас как будто бы коллектив рядом с вами, да, то есть вы как лидер этого коллектива. И вам очень важно побыть во всех сферах, да, и быть и как вверху, так и внизу, быть как и главным, так и подчиненным, то есть все попробовать. Это для вашего опыта, для вашего будущего, для вашей науки. Следующий момент. У вас скоро будет какой-то путь необычный. Необычная дорога, неожиданно как-то вот, да? Либо она нарисуется, либо вы планировали на одно время, либо на одну дату, а как будто бы будете вынуждены именно сейчас, да, вот как горячий тур, что нужно быстро собрать вещи и отправиться в путешествие. Вот у вас такая дорога выходит. У кого-то это может быть связано с родственниками, у кого-то может быть связано с детьми, может быть связано действительно с путешествием, может быть командировка какая-то такая организуется. Смотрите, ни в коем случае не отказывайтесь от этого путешествия, от этой дороги, ни в коем случае, потому что в этой дороге с вами случится какое-то чудо, какое-то очень приятное знакомство, либо встреча судьбоносная, действительно. То есть вам там повстречается человек, который очень сильно повлияет на вашу жизнь, на ваше будущее, на вашу судьбу даже человек повлияет. Этот человек может быть словом, может быть делом. То есть он на вас, смотрите, либо окажет влияние, да, либо человек, войдя в вашу жизнь, останется с вами навсегда. В любом случае, это человек непростой. Человек-посланник идет, посланник высших сил. Да, так иногда бывает. Поэтому принимайте дорогу. Вам обязательно нужно в этот путь. Вот как хотите. Кому выпадает на ближайшее время, кому выпадет, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Все равно этой дороге быть. Вы только можете, как расстроиться, да, зазря. В дороге вам, еще раз говорю, вот чудо прям с вами случится. Чудо. Будете еще благодарить, вспоминать эту дорогу как именно момент, который поменял все в вашей жизни. Если смотрит меня мужчина, либо женщина, у которой у мужчины проблемы в делах, в бизнесе, в работе. Смотрите, вашего мужчину кто-то портит. У кого-то отыграется, что мужчину развращают на работе, да, то есть кто-то там, например, склоняет к выпивке, либо, может быть, к азарту, может быть, к мужским делам, да. Но вы
можете повлиять на эту ситуацию. Здесь очень важно душевно поговорить, открыто поговорить, потому что ваш мужчина запутался. Кстати, могут быть и неприятели у мужчины на работе, которые каким-то обманным путем подводят его в какую-то прям ловушку, в западню. Он вроде как что-то чувствует, но сам разобраться не может. Здесь нужна именно смекалистая женщина, которая вот прям просканирует эту ситуацию и даст хороший нужный ответ. Если мужчина вдруг попал под какие-то соблазны, может быть, его куда-то втащили, да, в какие-то, может быть, там, не знаю, там, увлечения, да, нехорошие, то здесь нужно менять работу обязательно, только в таком формате. Потому что ваш мужчина слабенький идет, да, вот он такой доверчивый, добрячок, да, и его очень легко взять на слабо, понимаете, он всегда пытается доказать, что я там сильный, я мощный. Очень важно тогда сменить ему работу. Либо сменить окружение, либо избавиться от этого дурного влияния. Но опять же таки только отсеканием. Никакие другие методы здесь не будут работать, потому что мужчина слишком мягкий идет, слишком мягкий. Может быть, в доме он там и боец диванный, да, но с чужими людьми он слишком мягкий, слишком доверчивый, слишком такой, знаете, вот прям пластилин. В этом плане вот именно все зависит от женщины, которая рядом. Но если вы этот мужчина, тогда сами подумайте, кто на вас так сильно влияет. Если есть с вами рядом любящая вас женщина, прислушайтесь к ней обязательно. Если же никого нет, тогда вот мой вам совет: уходите с того места, где вы сейчас находитесь, работаете. Ничего хорошего там вас не ждет. А разочарование ждет, может быть, даже и неприятности. Дальше. Люди, которые... Вот женщина с ребенком не знает, куда ей голову приткнуть. Как будто бы осталась она одна, без помощи, без поддержки, без крова, может быть даже с долгами, с проблемами, с делами какими-то. По вине мужчины могла она так остаться одна. Да? Мужчина мог либо подло поступить, бросить, оставить, да? Либо мужчина мог покинуть эту женщину, но уже навсегда. Да? Пожалуйста, вот если вы эта женщина, либо вы знаете эту женщину, вот с маленьким ребенком, она осталась одна. Во-первых, вам нужно больше уделить времени ребенку, потому что ребенок очень глубоко все это чувствует. И второй момент. Вы должны верить в свою счастливую звезду. Ваша счастливая звезда буквально со дня на день познакомит вас с очень хорошими людьми. Людьми, которые окажут вам помощь, поддержку, которые вас не оставят. И эти люди... Один из них, по крайней мере, да, в вашей жизни сыграет ключевую роль. Либо это будет ваш новый муж возлюбленный, либо это человек вот прям очень душевно к вам отнесется и будет вашим другом на протяжении всей вашей жизни. Будет вам и подсказывать, и помогать, и где-то даже вот собой, да, человек может жертвовать в угоду вам, чтобы вам было хорошо. Человек будет в вас влюблен. Вот влюбится раз и навсегда. То есть вы для него будете всегда мечтой, всегда какой-то особенной богиней, принцессой. И человек, если вы ему откажете, например, да, все равно будет за вами ухаживать. Кстати, у многих может быть момент, что мужчина не свободный, либо мужчина... я не знаю, как это бывает тогда, что он не может именно на вас жениться, либо с вами связать свою жизнь. Здесь все равно человек будет всегда вашим вот помощником, да, будет вам помогать и вкладываться в вас и деньгами, и делами. То есть вы, вот девушки, женщины, вот должны довериться этому человеку, потому что человек действительно будет вас и любить, и все для вас делать. Почему-то вот идет, что жениться он на вас не может, да? Но либо сейчас не может, либо вот время должно пройти. Вот этот момент есть. Особенно если муж вдруг ваш действительно ушел, да, в мир иной, то вы должны понимать, что вот человек, который окажется с вами рядом, чем-то будет с ним похож, он вам будет напоминать его, может быть, даже какие-то они родственные души, да, и ваш муж, он всегда будет присматривать за вами. То есть вы можете смело к нему обращаться и просить подсказочки, либо просить помощь, содействия. И вам будет приходить помощь и подсказки именно от усопшего супруга. Дальше, смотрите, вот кто-то сейчас занят своим домом, либо приобретением дома, либо, может быть, ремонтом каким-то, может быть, какими-то перестановками, либо что-то вам хотелось бы поменять. Я вам скажу, мои дорогие, что вам по судьбе будет сменить этот дом. То есть особо туда не вкладывайтесь. Вы будете жить в другом месте.
в другом месте, в месте более каком-то для вас подходящем, комфортабельном. Вот неожиданность какая-то вам поможет поменять место жительства, и эти изменения, они действительно вам в судьбе. Вам быть счастливой. Счастливой, но на каком-то другом месте. Не там, где вы сейчас находитесь, вот территориально, а совершенно в другом месте. Это может быть, я не знаю, даже соседний дом, а может быть через, там, не знаю, 1000 километров, да, в каком-то месте вы окажетесь. В любом случае, сейчас поберегите свои силы, поберегите свои денежки. Не нужно вкладываться в то, что вам придется оставлять. Дальше, мои милые, здесь у кого-то идет очень какие-то странные споры с самим собой. Да? Человек что-то вот для себя не может определиться, либо понять, либо человек не знает, куда ему двигаться. Да? Человек вот прям, ну, как заблудился сам в себе. Что я хочу вам сказать? Загадывайте на свои сны. Вот просто спросите, вот своими словами, обращайтесь к Вселенной, к высшим силам и просите подсказки. Вам эти подсказки обязательно будут приходить. За вами стоят люди, люди из вашего рода. И эти люди, да, эти духи, души, они будут вам подсказки давать. Знаете, вам уготована какая-то особая судьба, особая какая-то участь. Вы об этом даже не догадываетесь. Вот знаете, вот прям подумайте, ну кто я? Я обычный человек, живу обычной жизнью. Но вам стать каким-то вот либо великим, либо знаменитым человеком. И вам нужно будет прославить свой род, а кто-то будет прям, ну, очищать свой род от, может быть, каких-то загрязнений, да, то есть, может быть, каких-то прегрешений. В любом случае, если вы себя сейчас чувствуете потерянным человеком, обращайтесь к Вселенной, обращайтесь к Создателю, вам будут приходить подсказки. И еще раз говорю, вы еще себя найдете. Если вам кажется, что все, остановка, дальше пути нет, вы только лишь в начале своих необычных жизненных каких-то вот приключений стоите. И жизнь ваша будет и яркой и необычной. Вот такая судьба какая-то прям интересная, да, я бы даже сказала, как вот хочется прямо вас рассматривать, но это не тема, конечно, нашей отсыпки, но тем не менее готовьтесь, что у вас ждут еще какие-то очень необычные события, необычные свершения. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.